В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня в студии. Юлия Великодная. Здравствуйте. Самолет Л-410 вернулся в аэропорт вылета, когда пассажиров рейса Маган-Хандыга-Эмикон доставят до пункта назначения. Проезд не для автомобилистов. Водители судов на воздушной подушке возмущены безнаказанностью шоферов, выезжающих на Лену. Отключение электроэнергии в Жатае. Жители поселка обеспокоены. Есть риск перемерзания систем отопления. Именные стипендии первого президента республики. В день своего рождения Михаил Николаев вручил нагрудные знаки. Вооруженное нападение на автомобильный караул. Такую легенду отработал отдел спецназа «Белый медведь» в день своего рождения. Награды из Москвы и российских международных соревнований. Ленские танцоры клуба «Румба» достигли новых высот. Самолет Л-410 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Маган-Хандыга-Эмикон-Маган, вернулся в аэропорт вылета. После взлета с аэродрома Магана в связи с неуборкой передней стойки шасси командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В пункт назначения пассажиров доставят 14 ноября на резервном воздушном судне авиакомпании. Пожар на дачном участке произошел в Мирном. По улице 12-я линия 2 загорелся частный жилой дом. Сигнал на пост пожарной охраны поступил около 6 часов утра. На момент прибытия спасательной службы огонь охватил всю кровлю. Это 25 квадратных метров. В частном доме на момент пожара находилось 5 человек, 2 взрослых и 3 ребенка. Пострадавших нет, все спасены. Причина возгорания устанавливается. Пострадавшие на данный момент проживают у родственников. Горела вся кровля на площади 25 квадратных метров. Прибыли, в течение 7 минут прибыли. Спасли 3 детей, 2 взрослых. То есть прибыли оперативно, успели подать стволы, ну, и не дать распространиться огню далее. Это было, значит, поступил у нас вызов в 5:42. 5:43 выехали, в 5:50 уже были на месте. Виновное лицо, причина устанавливается. Автозимник Хатасы-Павловск откроется 25 ноября по направлению Якутск-Нижний Бестях 5 января. Сейчас переправу якутян осуществляют 20 воздушных подушек. Для этого была очищена дорога от ледяных торосов, неровностей залиты водой. Это и послужило снижением цен. Вот уже 3-й день якутяне переправляются за 1000 рублей. А что касается работ по выравниванию дороги, водителям хивусов это обошлось в 200 тысяч рублей. Но не все так радужно, как хотелось бы. Этот путь приглянулся и автолюбителям, которые, несмотря на запрет, выезжают на Лену. По словам владельцев воздушных подушек, таким образом они создают аварийную ситуацию, подвергая пассажиров опасности. Хотя это вопрос я поднимаю каждый год в Минтрансе, каждый божий год все обещает это уладить, наладить, контролирующие органы. Да, никому это не надо. Один ГИМС работает. А что ГИМС? ГИМСу нет никаких полномочий. Они что могут только раздавать, предупреждать листовки и все. Они рядом с ГИМСом должны стоять это органы, значит, ГИБДД, городская какая-то структура, понимаете? А их никого нету. Всем наплевать. Вот что я скажу вам. Если говорить о качестве пассажирских перевозок в Якутске, то горожане неоднократно жаловались на некомпетентность перевозчиков. Конфликт между водителем автобуса и пассажиром, который произошел накануне, вызвал большой резонанс. Кто виноват, а кто прав, разбиралась Сусанна Рожина. Видео, на котором мужчина в красной куртке ударяет водителя частного автобуса, вызвал большой резонанс в обществе. И неспроста, ведь у каждого жителя были конфликты с автобусниками, потому что качество услуг оставляет желать лучшего. Хамство то же самое. Меня же вот так вот тут рассудить человеку, ну пускай даже пьяный человек, давайте возьмем даже вот эту вот ситуацию. На улице минусовая температура, просто так взять и выкинуть, и все это, согласитесь, это тоже ненормально. Пускай замерзает, что ли. Мы связались со всеми участниками конфликта и узнали их позицию. Алексей, пассажир, напавший на водителя, утверждает, что защищал школьника и женщину. Звук заглушается, потому что звук мотора, он слишком близко, и непонятно, что он говорит. Его самого не видно, его телодвижение рук, губ, как бы так он выглядит. Этого не видно. И получается, видно только салон, но это неправильно. Нужно, чтобы было видно и водителя, и салон.
Директор данного автобуса утверждает, что мальчик, из-за которого произошел конфликт, якобы постоянно пытается ездить на автобусе с зайцем и нарочно не оплачивает проезд, хотя не является учеником младших классов. Водитель ребенка, никто не удерживал его. Ребенок на остановке самостоятельно сам сказал то, что ой, я карту забыл. Водитель ему говорит, ищи побыстрее, не задерживай меня. Вот начал копаться, искать, водитель ему говорит, все, иди тогда, не надо оплаты. Тот вышел. Женщины начали возмущаться, пассажиры остальные. Почему вы ребенка типа не выпускали там или еще что-нибудь? Он говорит, я его не выпускал, а просил оплату. Так положено. Потому что ребенок это первый раз ездит со мной бесплатно. Постоянно то забывает карты, то еще что-то. По факту данного конфликта идет проверка правоохранительных органов. Водитель автобуса написал заявление о нападении. Пассажир не в адеквате. Я не знаю, почему, в чем проблема была. И все видно, как он, пассажир подходит к водителю, ударяет его по лицу и потом касса швыряет. И то, что этого водителя подвигает пассажирка, бабушка, женщина. А был ли мальчик? Но как бы то ни было, качество пассажирских перевозок должно отвечать всем требованиям как по безопасности, так и морали. Но и пассажирам надо быть терпимее, сдержаннее и уважать чужой труд. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Случаи с залетом экзотических птиц на территорию Якутии орнитологи не связывают с изменением климата. В чем причина появления новых видов пернатых и как часто это происходит? Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Буквально на днях в районе озера Былах Нюрбинского района коневоды обнаружили нехарактерные для нашего региона птицу фламинго. Ученые отмечают, что в истории орнитологии Якутии с 1967 по 1989 годы на территории республики было зафиксировано 5 случаев появления этой экзотической птицы. Останки последнего сегодня хранятся в музее Института биологии. Так, это в начале 20 века на территории Хангаласского района в окрестностях Лоханана был обнаружен вот этот вот фламинго. И вот остеологические данные нам предоставили охотники. И где у нас сейчас она хранится в зоологическом музее института. Это вот взрослая особь. Тут даже как-то видно, что есть такие розовые пятна. Ну, розовое оперение, не пятна, а оперение. И сейчас вот этот вот, то, что фламинго в Нюрбе, это скорее всего, что молодой этого года или прошлогодний птенец. Ученые надеются, что за птицей будет хороший уход. Тем временем фламинго уже собираются перевезти в Якутск и отдать на попечение сотрудникам Якутского зоопарка Артодайдо. Как отметили специалисты, сегодня зоопарк вовсю готовится принять нового обитателя. Даже консультируется с коллегами из других регионов страны. Конечно, мы сейчас готовимся к принятию фламинго в зоопарке, подготовили вольер. Вот, теплый обогреваемый вольер с теплым полом. Поэтому мы думаем, что будет ему комфортно находиться здесь, в зоопарке. Вот. И сейчас работаем, общаемся со своими коллегами в зоопарках, да, в Красноярском зоопарке, вот, скажем, тоже Сибирский зоопарк, который несколько раз принимал тоже фламинго. Вот. Рацион питания какой, вот условия содержания какие. А буквально на днях жители Среднеколымского района обнаружили еще 2 птиц, которым не характерны места обитания нашего региона. Ученик 11 класса из Сардавской школы утром, понедельник, 11 ноября, нашел возле дома. Он подумал, это чайка с вороной, гибрид, смешанная. Черная ворона, он подумал. И принес в школу. В школе же учителя определили, что это за птица. Оказалось, что это буревестник, обитатель прибрежных морских зон. Вторую птицу, белую чайку, которая занесена в Красную книгу России, обнаружили охотники во вторник. Но птица, увы, скончалась. Как отмечают орнитологи, такие случаи часто регистрируются на территории республики. Они говорят, что это случайные залеты, но никак не связано с изменением климата. И это бывает случайно из-за того, что во время весенних и осенних миграций многие стаи, когда летят либо к местам зимовок, либо к местам гнездований, некоторые виды особи сбиваются со стаи. Либо с другими птицами, либо сами плутают и улетают.
ловя там те потоки воздуха и улетают. Таким образом, мы наблюдаем вот такие вот картины, которые вот не характерны для территории вида. По словам ученых, за год на территории Якутии регистрируется около 50 видов залетных птиц. И то, что обнаруживает жители районов, это лишь часть заплутавших птиц. В целом же орнитологи республики просят жителей региона при обнаружении новых видов птиц сразу дать знать ученым-орнитологам. Ведь каждая такая находка может стать научным открытием. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Мы потихоньку замерзаем. Такое сообщение пришло к нам в редакцию от жителей частного сектора в поселке Жатай. Сегодня в 10 часов утра произошло отключение электроэнергии в микрорайоне. Продлилось оно несколько часов, люди оказались к этому не готовы. Говорят, никто не оповестил. Под угрозой замерзания оказались газовые котлы и трубы. В ситуации разбиралась Саргалана Захарова. Уже не в первый раз приходится сталкиваться с внезапным отключением электричества, говорит жительница Жатая Елена Семенова. А от энергии зависит в частном доме практически все. И газовый котел отопления, и водоснабжение. Пришлось сегодня отпроситься с работы, чтобы стеречь технику от перемерзания. Циркуляции воды нету, насос не работает, ветка замерзает. Вот я с 10 часов сижу, специально через каждые 10-15 минут воду спускаю, потому что и Жатай теплосеть попросили, да, и я спускаю воду, чтобы была циркулярка и чтобы вода не замерзла. Электричество подали только к 4 часам дня. За это время во многих домах температура воздуха опустилась до 10 градусов. Утеплялись как могли. А после подачи энергии запустить газовый котел сразу Елена не смогла. Вызвала специалистов. Вердикт: сгорел датчик перегрева. Теперь придется заменять, а это дополнительные затраты в несколько тысяч рублей. При этом мне сказали, что должно быть под наблюдением, я не должна никуда не уходить. Вот. В доме мы живем с мужем. Муж у меня инвалид первой группы, гемодиализный больной. Вчера мы поступили в медцентр, у нас отказалась фистула. Если меня вызывают, я сразу иду, потому что надо сопровождать его на диализ. Как оказалось, энергетики проводили плановые работы по замене устаревшей опоры. Ни авария, ни экстренное отключение электроэнергии. Возникает закономерный вопрос: почему людей не оповестили заранее? В администрации Жатая разводят руками. Сами узнали накануне. Да и по регламенту обязаны извещать об отключениях только юридические лица. Задача оповестить об этом юридические лица. Если бы это были многоквартирные дома, то, конечно, здесь мы могли подключить управляющие компании через Домоуправу в какие-то объявления. Но частный сектор мы физически это не можем делать, мы никогда не делали. А вот сами поставщики энергии Якутскэнерго утверждают, что оповещение было, как правило, накануне вечером на официальном сайте и в социальных сетях. В нашем случае мы отправляем его вечером. Накануне до 5 часов. Срок, на который может быть прекращено электроснабжение потребителей третьей категории надежности, он составляет не более 24 часов. Потребители электрической энергии, относящиеся к третьей категории надежности электроснабжения, обязаны иметь автономный резервный источник питания. Получается, что если не хочешь остаться без тепла и воды на всю зиму, бери за привычку каждый вечер заходить на сайт и ждать выхода объявления. Но что делать, например, старикам, которые не приучены пользоваться интернетом? Невольно вспоминается пионерский девиз: «Будь готов, всегда готов». Саргалана Захарова, Григорий Николаев, Жатай. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Именные стипендии первого президента республики. В день своего рождения Михаил Николаев вручил нагрудные знаки. Вооруженное нападение на автомобильный караул. Такую легенду отработал отдел спецназа «Белый медведь» в день своего рождения. Награды из Москвы с российских и международных соревнований. Ленские танцоры клуба «Румба» достигли новых высот. В эфире «Итоги дня». Мы продолжаем. Хорошие новости к нам приходят из Самары. В четвертьфинале предолимпийского чемпионата России в категории до 52 килограммов Василий Егоров обыграл Дмитрия Спивака со счетом 5-0 единогласным решением судей. Сегодня в утренней сессии чемпионата России на ринг в весовой категории до 52 килограммов в олимпийской весовой категории вышел лидер сборной команды Якутии, заслуженный мастер спорта России Василий Егоров. Его соперником был Дмитрий Спивак из Перми, обладатель Кубка России. Василий очень уверенно провел этот поединок и выиграл единогласным решением судей.
Также сегодня в 1/4 финала в весе до 49 килограммов выступал Михаил Прокопьев, который защищает цвета сборной Краснодарского края, но сам он является родом из Тампонского улуса и дает параллельный зачет Республики Саха-Якутия. Он встречался с Игорем Царегородцевым из Татарстана и также уступил ему решением судей. Это уже вторая встреча этих боксеров. В прошлом году Михаил Прокопьев уступил этому же сопернику в финале универсиады всероссийской. Еще один бой в утренней сессии. Это весовая категория до 63 килограммов, также олимпийская весовая категория. Здесь выступал уроженец города Якутска Петр Васильев. Он выступает за сборную Хабаровского края. И встречался он с действующим чемпионом России Алексеем Мазуром из Санкт-Петербурга. Также он уступил по очкам единогласным решением судей. Талантливые педагоги и учащиеся получили именные стипендии первого президента республики Михаила Николаева. Ежегодно в день своего рождения он вручает стипендию и нагрудный знак «Знанием победишь». В этом году стипендии удостоились 5 педагогов и 3 школьника. Это яркие представители сферы образования, искусства, юные исследователи, победители и призеры всероссийских международных олимпиад. Лауреатов определяет общественная комиссия. Стипендия «Знанием победишь» учреждена в 2002 году. За это время лауреатами именной стипендии стали 63 педагога и 47 учащихся. С прошлого года премия обрела международный статус. Если честно, я совсем не понимаю, почему мне присудили эту награду, догадываясь, что за укрепление связи между Якутией и Сингапуром. В Якутию я в первый раз приехал в 2017 году во время Азиатской физической олимпиады. И с тех пор несколько раз в год я здесь бываю. Я представитель не только Сингапура, но и нескольких международных организаций в других странах. И поэтому надеюсь, что связи Якутии с другими странами тоже укрепятся. Сегодня Россия активно включается в Международный союз прикладной физики. И думаю, что у нас будет много совместных проектов по физике. Эта награда значит то, что все мои старания, все это время было потрачено не зря. Я очень долгое время занимаюсь проектной деятельностью с 2015 года. За это время у меня были различные проекты, например, по созданию вездехода для условий Арктики, хотя долгое время занимался именно беспилотниками, то есть для поиска очагов возгорания, конструкторы. А сейчас я работаю над проектом по созданию тренажера для обучения английского языка для детей с проблемами со зрением, то есть на языке Брайля, шрифте Брайля. Мы продолжаем акцию, посвященную 75-летию победы над фашистской Германией. Сегодня на нашем телеканале «Якутия-24» в 21:00 смотрите фильм, изготовленный нашими коллегами в 2000 году. Мы решили сохранить фильм в изначальном виде, не подвергая редакции и монтажу. Напоминаем, в кадрах хроники будут показаны герои тех лет, ветераны, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы увидите знакомые лица, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать о событии либо о людях. Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции 420888. В благодарность за участие в создании материала наш телеканал передаст в дар этот видеофильм. Итак, акция «Мы помним» сегодня в 21:00 на нашем телеканале. Отдел специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний «Белый медведь» празднует свое 29-летие. В честь этого события в отделе провели день открытых дверей. Традиционно в гости к спецназовцам пришли дети из подшефных школ. Подробности в материале Юрия Осипова. В честь своего 29-летия отдел спецназа «Белый медведь» проводит традиционные соревнования среди школьников. В них приняли участие учащиеся гимназии АИКГТА и кадетской школы. Ребята представили визитки, соревновались в разборке и сборке оружия, стрельбе, а также участвовали в военизированной эстафете. Данное соревнование у нас проводится с 2014 года. Соревнования среди учащихся школы, кадетской школы-интерната, а также национальной гимназии АИКГТА. Так, и соревнования ежегодно проводятся, и как бы завершающий этап учебного года. Да, и ребята проверяют свои навыки, свой уровень подготовки.
«Белый медведь» был создан 20 марта 1991 года. Сегодня в составе подразделения около 40 сотрудников. Сегодня «Белый медведь» – боевое подразделение, обеспеченное современным вооружением, специальными средствами защиты, связи и автомобильным транспортом. Основной упор в работе спецназа уделяется огневой, физической, специальной и служебной подготовке. Имеется собственный спортзал, тренажерный зал и все бытовые условия для работоспособности отдела. 6 сотрудников отдела удостоены права ношения крапового берета, высшей формы знака отличия спецназовца. За время существования подразделения этого права удостоились 14 бойцов. А сдачу на краповый берет можно считать самым сложным испытанием для всех сотрудников спецподразделений. Большое внимание при подготовке сотрудники отдела уделяют спорту. Здесь работает 2 мастера спорта международного класса, 4 мастера спорта и около 20 кандидатов в мастера спорта России. Уже более 11 лет в рядах спецназа служит чемпион мира по масс-рестлингу Виктор Докалов. У нас ежедневно получается утренний кросс, дополнительные занятия. Потом уже по направлениям мы в вечернее время после 4 начинаем заниматься, стелиться маты. И уже по направлениям именно какие соревнования, кто будет готовиться и как. Если человек находится у нас в сборной республики или России, после 4, получается, мы освобождаем его от здешних занятий и с направлением, с тренером отпускаем его на свои занятия дополнительные. Сотрудники спецназа совместно с отделом по конвоированию и кинологической службой продемонстрировали гостям пример задержания правонарушителей. Каждый элемент операции отработан до мелочей, ведь только слаженная работа каждого сотрудника спецназа может позволить добиться успеха. На кону стоит слишком много – безопасность и жизни людей. По легенде, на автомобильный караул напали вооруженные злоумышленники. Сотрудники правопорядка отразили нападение и задержали условных правонарушителей. Также служебная собака обнаружила бомбу, заложенную в машине преступников. И у соревнований, и у демонстрации профессиональных навыков сотрудников спецназа одна цель – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Награды из Москвы с российских и международных соревнований вновь привезли юные ленские танцоры клуба «Румба». Они приняли участие в российском турнире «Кубок Оникса», «Кубок Подмосковья» и международных соревнованиях «Сюрприз». Поздравила с победами танцевальный коллектив Анна Кожевникова. Румба – это танец корпуса, чувственные и пластичные движения юных артистов, которые умеют передать всю суть танцев, не оставили равнодушными даже жюри международного уровня. Воздушные повороты, то плавные, то резкие изгибы тела – все в ритме друг другу и музыке. Танцевальные дуэты клуба «Румба» всегда на высоте. Их выступления становятся жемчужинами не только всех местных и районных мероприятий. Несколько пар входят в состав республиканской сборной. И ежегодно воспитанники танцевального клуба разных возрастов выезжают на российские и международные соревнования, где занимают призовые места. Мы участвовали в российских соревнованиях, где тоже мы разделились по командам и участвовали в разных турнирах разного уровня. Отличный результат юные танцоры из Ленска показали и в городе Лобня. А руководителю выпала возможность принять участие в судейской комиссии. Репертуар танцевального клуба в основном горячие латиноамериканские танцы. Соперники у ленчан были серьезные. Это 10, 11 и университет. Взрослые плюс молодежь. Взрослые до плюс 35. У них прям клуб, тренера хорошие, прям у них все хорошее. Видно, что мастер-класс прям есть. Трудно соревноваться с ним. Юные танцоры старшего состава привычны и к масштабам всероссийских соревнований, и к бытовым сложностям, которые не исключены в поездке. Они уже закаленные, знают, как себя вести, как преподнести пару, чтобы добиться успеха. Малышам посложнее. Они только адаптируются к поездкам, к большим сценам и высокопрофессиональному жюри. Очень были счастливы, что в Москву поедем, потому что мы очень долго готовились, где-то примерно месяц. И мы заняли в Москве довольно призовые хорошие места. Впереди у маленьких звезд новые соревнования, а значит, отдыхать некогда. Не успев вернуться из Москвы, юные танцоры уже снова в строю у танцевального станка. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таким мы запомним уходящий день. Я передаю слово нюрнбергским коллегам. Сергей Козюра продолжит.